25 лет исполнилось деятельности штаба татар в Москве. Как на чашу весов положить работу общественников? Мы не на станке детали делаем и не строим, мы общественники. Мы влияем на общественное сознание, мы влияем на людей в плане общественной жизни. Много у нас достижений. У нас есть отдельный фильм «25 главных достижений штаба за 25 лет». У нас есть 25 поводов гордиться. У нас есть также фильм «25 главных проблем штаба, которые надо решить». И решить их надо вчера. Мы тоже это понимаем. У нас есть 25 людей, которыми мы гордимся. У нас есть 25 людей, которые вложили душу и сердце в татарское национальное движение Москвы, и которых с нами нет. Все это смотреть на нашем YouTube-канале. В канун 25-летия мы перешагнули исторический рубеж. У нас 2000 роликов на 4 наших YouTube-каналах. Это штаб татарской молодежи, это Национальный конгресс татар, это штаб татар и ДЛ-16, с которого все начиналось. Мы перешагнули исторический рубеж более 4 миллионов 250 просмотров за последние 3 года. У нас много сделано, мы много собираемся сделать, и, пользуясь случаем, мне бы от души хотелось поблагодарить всех людей, которые все эти 25 лет были с нами, которые верили в нас, которые поддерживали нас, которые с нами обсуждали и достижения, и наши проблемы. Пожелать всем нашим сторонникам, нашим активистам, нашим единомышленникам, конечно, хорошего здоровья, семейного благополучия и дальше долгие-долгие годы совмещать свою общественную деятельность с нашей. Очень было приятно, когда на той неделе приехала группа из МГУ. Они закончили 12-13 лет назад институт. Мы с ними провели все 5 лет, когда они учились. Приятно было, приехала группа врачей, выходцев из нашего клуба «Гиппократ». У нас многие люди находят свою вторую половину, многие находят себе партнеров по бизнесу. У нас штаб уникален, и все-таки есть что-то такое, как волшебство. Здесь люди меняют свою судьбу, здесь люди получают трамплин карьерного роста, здесь люди начинают задумываться о себе, о своей деятельности, чувствуя самосознания, чувство психологического и личностного роста. На это мы всегда нацеливали и нацеливаем молодежь. Нам в этот праздник очень приятно было много получить поздравительных телеграмм, писем, благодарностей, особенно вот от духовенства. Нас очень многие муфтии наградили грамотами в честь 25-летия, так как мы ведем в Москве такую, пропаганду мусульманской деятельности. У нас также много и православных татар. У нас тоже они все присутствуют на наших мероприятиях. Мы думаем, что наша деятельность, что мы сделали, мы, конечно, наверное, должны были большего сделать. Но мы готовы. У нас был сильнейший удар по нам, это 2007 год, когда отменили ЕГЭ. Было очень сильное для нас, 17-й год, когда была по ГОСТам было внесено в нашу образовательную систему. Сейчас мы все главный акцент делаем на школы, на учеников. Мы пробуждаем бизнес. Мы занимаемся этими вопросами. Многие из наших общественников делают сколько могут и намного больше. У нас в основном все общественники на общественных началах.
Нам приятно, когда нам звонят, и у нас хорошие отношения со многими конгрессами автономии в России. В прошлом году мы посетили 20 городов вот, с презентацией нашей книги. Что мне хочется пожелать? Пожелать неиссякаемой энергии нашим активистам. От них многое зависит. Не от руководства, от нас, а именно от активистов непосредственно в институтах. От председателей автономий. От наших 150 этих активистов. На сегодняшний день у нас на постоянной основе, с которыми мы общаемся, 2000 человек. Нам очень хочется верить, что эти 2000 человек, общаясь с нами, тоже о многом задумались и многое в своем окружении сделают для сохранения татарского языка и культуры. Татарский язык, он уникален, он неповторим. Его надо любить, его надо знать, на нем нужно общаться. Придет время, и татарский язык будет одним из государственных. Мы, татары, вторая нация, которая государство образующее во все времена. Мы всегда знаем и понимаем ответственность. Мы продолжаем табеевское движение в Москве. Мы продолжаем национальное движение, которое люди уже нет и доверили его нам. И мы с таким настроением и воспитываем нашу молодежь. Поэтому мы верим в нашу молодежь, мы на нее надеемся. Все мы не вечны. И очень в это верим, что наше дело в Москве продолжат наши последователи, наша молодежь. Мы с ними на эту тему всегда разговариваем. Еще много мероприятий будет связано с 25-летием, поэтому еще много у нас предложений поступает. У нас в связи с 25-летием поступило очень много предложений от автономий и конгрессов России, что очень для нас приятно. Это называется обратная связь. У нас огромная переписка. Поэтому мы будем выезжать опять по городам. У нас здесь 10, в ближайшее время мы посетим 10 районов Татарстана и вот эти 20 городов России, которые посещали в прошлом году. У нас предстоит поездка в Уфу, где мы каждый год ездим. При посещении города Уфа мы бываем и в Курултае уфимском, башкирском, и у нашей автономии. Мы посещаем оба театра и обе издания газет. Поэтому у нас башкиры – это наши братья, это наши самые близкие, наверное, к нам по духу, по менталитету земляки наши, и мы с ними и дальше собираемся очень плотно общаться. Мы хотим нацелить нашу молодежь на благотворительность. Мы каждый вечер раздаем литературу, мы доставляем эту литературу пенсионерам, аксакалам нашим. Хотелось бы обратиться к нашим аксакалам. Вы нам очень нужны. Живите долго, будьте с нами. Мы вас постоянно собираем и будем собирать. И постоянно с вами находимся на общении. Ваши советы, ваши наставления, а иногда и критика нам очень полезны. Больше нужно проводить встреч аксакалов и студентов, больше нужно проводить встреч героев, генералов, депутатов, политиков, писателей с нашими студентами. Особая надежда у нас на наше студенчество и на наших учеников, которые учатся в школе, и уже учась в школе, они должны вырабатывать в себе вот это носителями идеологии, чтобы они были, сохранение татарского языка. Вот это тоже очень важно в нашей деятельности.